Завершился визит главы МИД Абхазии Олега Барцыца в Никарагуа. Поездка нашей делегации в эту латиноамериканскую страну состоялась по приглашению президента Никарагуа Даниэля Ортеги на участие в праздновании 46-й годовщины победы Сандинистской революции. Сам визит оказался насыщенным на встрече с официальными лицами Никарагуа. Итоги поездки и всех состоявшихся там переговоров подведем непосредственно с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барцыц. Здравствуйте, Олег Мсасович. Добрый день. Итак, как я уже и говорила, программа, вот судя даже по сообщениям из Никарагуа, по сообщениям, скажем, МИД Абхазии, в тот период, когда вы там были, вот было понятно, что она очень насыщенная. То есть много встреч, много переговоров. Вот расскажите, как началась вообще встреча, как вас встречали там непосредственно, когда вы только прилетели в первый день, кто встречал, как расположились. Ну и потом, наверное, вот об официальных каких-то переговорах хотелось бы узнать подробности. Да, согласен. Программа визита была более чем насыщенная. Ну, прежде всего, следует сказать, что сам визит состоялся благодаря приглашению, которое было направлено президентом Республики Никарагуа Даниэлем Ортегой в адрес президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гунба и в мой адрес, в адрес министра иностранных дел. Ну и вот по итогам я возглавил делегацию нашего министерства, и мы прибыли в Манагуа, в столицу Республики Никарагуа, где на следующий день и состоялось празднование, собственно, 46-й годовщины Сандинистской революции. Это главный национальный праздник, и он широко отмечается в стране, очень масштабно. Забегая вперед, скажу, что присутствовала 41 делегация. То есть из 41 страны мира присутствовали делегации на праздновании этого такого знаменательного события. Вот. По прибытию в аэропорт Манагуа нас ожидала встреча на весьма высоком уровне. Нас встречал, заместитель министра иностранных дел Иван Лара. И, что самое важное, нас встречал непосредственно советник президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо, это сын президента Республики Никарагуа, который объединяет очень много и курирует очень много различных направлений жизнедеятельности государства этой латиноамериканской страны. Кроме того, конечно, с чувством глубокой благодарности я хочу отметить, что также в аэропорт приехал встретить нашу делегацию и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Никарагуа Михаил Николаевич Леденев. Мы очень тепло общались с ним и во время встречи в аэропорту нашей делегации, и также в продолжении всего визита, вот на всех встречах. Также там присутствовала большая и очень представительная российская делегация. И вот в течение всего вот этого визита мы общались, конечно, с чрезвычайным полномочным послом России в Никарагуа. С большим удовольствием это делали и почерпнули много интересного и нового об этой стране и о взаимоотношениях, о специфике взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа. Главная встреча, как я понимаю, была именно с вашим коллегой, тоже главой МИД Республики Никарагуа. Как она прошла? Главный, скажем так, итог вот этих переговоров? Вообще какие-то, может, личные впечатления тоже сложились? Ну, во-первых, как я уже сказал, программа была очень насыщенной после празднования. В течение следующего дня нам была предоставлена очень такая увлекательная, занимательная культурная программа, экскурсионная программа. Нам показали очень необычные места этой красивейшей латиноамериканской страны, познакомили нас с какими-то особенностями быта, культуры, национальной кухни. А вот уже в первый рабочий день после празднования у нас состоялось несколько важных встреч.
В том числе встреча, как вы совершенно справедливо заметили, с моим коллегой, министром иностранных дел Никарагуа, Вальдраком Дженске Утакером. И эта встреча была достаточно также насыщенной и характеризовалась тоже очень дружеским и союзническим духом. Мы обсудили массу вопросов и поговорили о позиции Никарагуа в отношении всех тех резолюций, которые касаются Абхазии, многих процессов, которые происходят на международной арене, которые затрагивают политику и интересы нашего стратегического партнера, нашего главного союзника и друга Российской Федерации. Как известно, Республика Никарагуа занимает очень принципиальную позицию всегда во всех вопросах, которые касаются как российской, так и абхазской повестки. И она это делает последовательно. И на региональных площадках различных, и также на площадках ООН, что очень важно. И я это особо подчеркивал, когда благодарил никарагуанский народ и руководство Никарагуа за те принципиальные позиции, те принципиальные мужественные высказывания, которые они постоянно демонстрируют в адрес проблематики, которая касается Республики Абхазия. В этом они абсолютно последовательны, они мужественны, я бы даже так сказал, и мы, конечно, это очень ценим. Ну, кроме того, с министром иностранных дел мы обсудили вопросы нашего дипломатического взаимодействия, и этому, кстати, никарагуанская сторона придает очень серьезное значение. Это на первый взгляд только кажется, что Никарагуа где-то далеко, и нас впрямую не касаются, так скажем, какие-то коллизии, какие-то нюансы внешней политики этой страны. На самом деле мир сегодня настолько компактен, настолько спрессован, что любые действия, любые проявления имеют практически неопосредованное прямое значение и влияние. И поэтому для нас, конечно, очень важна эта латиноамериканская страна, как страна-союзник, страна-друг, плацдарм, не побоюсь этого слова, для того, чтобы концентрировать свои усилия и дальше распространять нашу внешнюю политику, в том числе в перспективе на страны этого региона, который для нас, я уверен в этом, представляет довольно такую серьезную среду для наших последующих активных действий в этом регионе. Ну, не так, скажем так, главы МИД не так часто, и главы государств не так часто приходится, и есть возможность приезжать в ту или иную страну, тем более такую отдаленную. И поэтому вот очень интересно понять, вы когда туда ехали, понятно, что было приглашение, но тем не менее, так ли вы планировали, скажем, на своем посту выбрать, скажем, первую зарубежную дальнюю страну? Ну, во-первых, первый мой визит, как известно, как это и должно быть, был в Москву. Понятно, да. Затем был, конечно, очень непростой и такой важный визит в Сирийскую Арабскую Республику, где нам также удалось сохранить дипломатические отношения, усилить работу посольства, которое сегодня успешно функционирует там. И, разумеется, я считаю, одним из важнейших регионов это латиноамериканский регион, регион Южной Америки, где есть серьезный потенциал такого доброго к нам отношения и где, я считаю, стоит наращивать усилия. Это и Никарагуа, и Венесуэла. Я, кстати, на полях празднования и впоследствии общался, у меня была встреча с министром иностранных дел Боливарианской республики Венесуэла, господином Иваном Хилем Пинто. Мы с ним обменялись мнениями по целому ряду наших совместных вопросов, текущей повестки, и пришли к выводу, что нам необходимо интенсифицировать вот эти контакты и наше взаимодействие с этой большой, значительной, очень интересной, важной латиноамериканской страной. А вообще была ли цель перезагрузки некой, да, отношений между Абхазией и, допустим, той же Никарагуа, куда вы ездили сейчас с визитом,
нуждалась ли в перезагрузке вообще, нуждались ли в перезагрузке вот эти наши отношения? И какое вы придаете значение тому, какими в дальнейшем будут эти отношения наши? Вы знаете, я бы здесь не стал употреблять термин «перезагрузка». У нас традиционно на протяжении вот всех лет, в течение которых мы поддерживаем дипломатические отношения, у нас хорошие союзнические отношения с этой латиноамериканской страной, но усиливать взаимодействие, улучшать его всегда есть куда. И поэтому, конечно, как бы не было далеко географически, как бы не было сложно логистически добираться туда, нам необходимо сохранять и, я убежден, наращивать эти контакты. Потому что в процессе непосредственного общения, конечно, рождается очень много такой вот синергии. Это необходимо делать. Это касается, кстати, и Венесуэлы. Мы не можем себе позволить такой роскоши, это мое глубокое убеждение, как-то более прохладно относиться к этому. Достигнуты очень серьезные результаты, я имею в виду заключение дипломатических отношений, признание государственного суверенитета Республики Абхазия этими странами, и поэтому мы обязаны их сохранять и по возможности постоянно наращивать и активизировать. Я хочу сказать, что в этой поездке были некоторые новшества, и они принципиальный характер носят. Как известно, в нашу делегацию мы включили группу абхазских бизнесменов. И вот это было той рациональной составляющей, которую мы, я считаю, должны культивировать. Абхазия стремится к тому, чтобы взаимодействовать с дружественными странами не только в политическом аспекте, но еще и в экономическом. Вот как раз вы предварили, скажем так, мой вопрос. Я хотела узнать, что выльется в практическую плоскость по итогу вот этого визита. Важного, понятно, вот, скажем так, резонансного достаточно, политически оправданного и так далее. Мы должны ценить, да, то, что у нас есть такие связи в Латинской Америке. Но, тем не менее, вот в практическую плоскость перенести вот всю нашу дружбу, скажем, все наши взаимоотношения. Прежде всего хочу сказать, что, конечно, импульсом послужили наши контакты с никарагуанской стороной, и здесь главная роль принадлежит советнику президента, товарищу Лауреано Ортега Мурильо. Это молодой политик, очень влиятельный, великолепно образованный, с очень серьезной профессиональной и бизнес-подготовкой, который априори всегда нацелен на конкретные действия, на конкретные дела. Он также является специальным представителем президента Никарагуа в Российской Федерации. У него очень частые, регулярные контакты с руководством России на самом высоком уровне. Это большой друг России и большой друг Абхазии. Я, кстати, немного отступая от темы, хочу сказать, что беспрецедентно теплое и уважительное отношение и такой же теплый и высокоуровневый прием был оказан абхазской делегации. И это далеко не всем делегациям было оказано такое внимание. Ну, разумеется, традиционно важные и дружественные страны, такие как Россия, Китайская Народная Республика, Абхазия и вот, пожалуй, Венесуэла. Вот это самые такие были на этом праздновании привилегированные гости. Не побоюсь этого слова и хочу это сказать без ложной скромности. Вот организация всех контактов по бизнес-направлениям, по экономическому взаимодействию, конечно, здесь локомотивом выступил Лауреано Ортега Мурильо. Это человек, который прекрасно разбирается в тонкостях бизнеса, мировой финансовой системы. Ну, а кроме этого, он еще является и большим меценатом, другом множества артистических и художественных коллективов. И мы, кстати, говорили и о культурном взаимодействии. Я хочу с большим удовлетворением сказать
что вот в ближайшем конкурсе, который будет проводить наша знаменитая певица Алиса Гидзба, конкурс ее творческой лаборатории, будет принимать впервые участие классический певец, оперный певец из Республики Никарагуа. Это, кстати, тоже вызвало очень такие теплые, положительные эмоции у наших никарагуанских коллег, друзей, соратников. Вот, поэтому, если говорить о вот таком взаимодействии в более широком смысле, то, конечно, мы здесь существенно продвинулись. Ну, а что касается непосредственно бизнеса и взаимодействия на этой почве, то, конечно, я считаю, что мы достигли неплохих результатов. Наши бизнесмены, люди, которые уже состоялись в той или иной сфере бизнеса, это касается и сферы IT, и финансовых инструментов, и торговых операций, получили полный спектр информации и получили именно вот адресное, точечное контактирование с самыми крупными представителями бизнеса и финансовой сферы Никарагуа. Я думаю, что не хочу вдаваться сейчас в излишнюю детализацию, но те контакты, которые произошли на самом высоком уровне и с самыми крупными производителями никарагуанскими, они, конечно, впечатляют, и мы за это благодарны никарагуанской стороне, но при этом хочу сказать, что наши представители абхазского бизнеса выглядели на очень приличном и солидном уровне, что, конечно, не могли не отметить наши никарагуанские коллеги. Поэтому, видимо, и сложился этот бизнес-диалог, который, я уверен, даст реальный финансовый и экономический эффект. Ну, наше представительство там тоже, наши дипломаты находятся в Никарагуа, вы тоже с ними встречались. Возможно, вот это теплое отношение, их заслуга в каком-то, вот в какой-то степени, да, что вот наша делегация приезжает, так ее тепло встречает, что знают и, скажем так, такое некое особое отношение к Абхазии. Вы знаете, я хочу здесь отметить с большим чувством удовлетворения, что наша дипломатическая миссия в этой стране находится на самой серьезной высоте. И здесь, конечно, прежде всего заслуга нашего молодого чрезвычайного и полномочного посла Инара Ладария. Это поистине талантливый и очень обязательный, упорный, очень мотивированный дипломат. У него его послужной список насчитывает 3,5 года. Вот за это небольшое, по сути, время он сумел наладить очень высокий уровень взаимодействия, контактов со всем политическим спектром и с руководителями Никарагуа, а также с дипломатическим корпусом, в частности, вот с посольством Российской Федерации. Олег Стасович, спасибо вам большое. Основные итоги мы с вами обговорили. Посмотрим, как это все выльется на плоскость практическую. Я напомню, что мы говорили с главой МИД Абхазии Олегом Барциц. Мы подводили, вернее, наш министр подводил итоги визита в Никарагуа.